Смотрите, ребята, целый выводок. Сходил, ребята, за собакой. Все вещи я уже перевез на машине. У меня начинается большая охота. Сейчас я поднимаюсь на вторую избушку, и минимум 10 дней я там буду. После 10 дней, может, я приеду и снова еще буду подниматься. Так что, я думаю, будет интересно. Сейчас немножко стреляют наверху. Утиные перелеты потихоньку идут. С утра был дождь. Сейчас вроде как прекратился. И может быть погода будет в нашу сторону. Не будет дождя. Главное нам на сегодня добраться до избы. Дождливую погоду, это, конечно, не так хорошо. Майда радуется тоже. Люди, когда ты вещи таскаешь и дождь поливает. Частенько так бывает. Ну все, я возле лодки уже. У меня все вещи уже в лодке. Будем подниматься и сперва остановимся на первую избушку. Там надо взять еще одно ведро. И поехать дальше. Все, поплыли. Мы, ребята, на первой избе, и я остановился вот за этим ведром. Вот что мне не хватало. Это все по пути. Сейчас заберем ведро. И пока я был в одном месте, только видел, когда нас обогнали 3 утки. 3 утки, и не знаю, там в кадр попало или нет. Я в то время снимал речку, когда поднимался. И еще после этого одну утку еще видели. Он перед нами еще в 2 местах садился на середину реки, но так и поднимается. Но она уже под выстрел, наверное, попадала, или я не знаю, шуганная такая. Но это нам по пути, конечно, он выше нас еще пролетела, где-то, может, и села, но я слышу, где-то моторка поднимается или спускается, где-то слышно. Нам много снимать пока не получается, потому что моросит дождь. Все затянуло облачно у нас. Как-то выезжали, более ясно была погода, а сейчас, смотрите, все затянуло. Так что, если не получится снимать, ну что поделаешь. Если, конечно, увижу что-нибудь интересное,
дождь нам не преграда, конечно, включу и буду снимать. А так, сейчас мы будем дальше подниматься. А это что-то рыщет, ищет, чувствует. Здесь, наверное, лисы гоняют, бегают. Я обычно здесь, когда рыбу чищу, там чешуя, там внутренность, если я выкидываю, и они здесь, наверное, ошиваются, эти лисы. Почерпаю их в этом году, что-то их много. Все, едем, поехали. Остановился у лодки. Вон, види, у меня лодка вот тут лежала, вот тут. И вода где-то выше на метр была. Сейчас вода падает, и мои знакомые вот лодку мою подняли, чтобы не уплыла. Отдельное спасибо хочу сказать им всем. Еще чуть-чуть, наверное, выше. Ну, на всякий пожарный. И здесь оставил. До сюда всяко воды не будет. Пока здесь оставим. Но воды много бы не было, конечно. Прибывала она где-то от летнего уровня, на 1,5 метра выше поднималась. Там на повороте я и лист видел. Снимал когда. Так. Все. За лодку не надо сейчас беспокоиться. Поплыли дальше. Не знаю, в кадр попал, нет, там чирки, за несколько поворотов были. И я пытался здесь стариться небольшая, где-то с поворот тоже вот так, вон там конец идет. И все завалило, я немножко там хотел проехать, но нифига не получилось. Стопорит там, что-то там уже не глубоко, или я не знаю почему, но хотел толкнуть лодкой, но не получилось вообще. Думал, может, чирки здесь где-то сидят, подстрелить получится. По берегу не хочется уже идти, надо подниматься. Здесь небольшой завал вот такой. И раньше река вот тут была. Я еще с дедом ездил здесь. Помнится, вот здесь напрямик вот река пошла. И такой порог еще был. Это очень давно уже было, конечно, но еще воспоминания есть. Я помню это, как в этом месте напрямик река прошла.
Да, старится здесь. Ну, это на охоте я частенько буду здесь ходить, буду проверять. Это все по пути мне. Тут уже больше половины пути мы уже проехали. И здесь яма тоже глубокая, опасные места здесь вообще. Течение большое, ямы глубокие. Все, едем дальше. Айда у меня вот тут. Вот тут она. Любимое место у нее. Не знаю почему, но всегда вот в задней части лодки всегда она сидит. Вот, возле моторки. Обычно я ее там оставляю, но там как-то себя неловко чувствует. Не на своем месте как будто, и все равно ко мне сюда. К моторке идет. Ну и пускай здесь сидит. Я ее на поводок не сажаю. Так. Без поводка она там. Все, едем, поднимаемся дальше. Дождь перестал пока, вроде как нормально. Вот и немножко стал поснимать. Поснимаю, может, чуть-чуть еще. Может и нет. Ну, везде завалы, везде кругом завалы. Но вода большая и проехать можно. Вон опять утки. Вот, две кряквы. Кряквы пролетели. Внизу избушка там была, и как бы до того места уток вообще ни одного не видел, потому что, блин, там передо мной лодка поднималась там, и даже две лодки там стояло. Ну вот, потихоньку, но утки появляются, может, еще кого увидим. Черти сперва партия там была, и сейчас кряквы. Ну, может, они на старицах сидят там. Везде завалы вот. Но вода большая проходит. Ребята, там выдра из воды поднялась. Не знаю, заснять удастся, нет. Вот видите, слышите свистки? Он свистит. Это выдра. Вот именно за той елкой. А, вон. Вон еще второй. Несколько штук их. Целый выводок. Вон. И что это такое? Что за зверьки? Так и не понял. Несколько штук их. Вон, выдры. Вон одна, вон вторая. Вон, смотрите, ребята. Целый выводок. Вон. Ну-ка, тихо. Вон, убежали. Блин, как-то неотчетливо я заснял. Начинают беситься там. Вон они уже. Вон далеко. Ой, да. Вон там уже пробежали. Надо было, конечно, раньше чуть-чуть остановиться. Можно было хорошо заснять. Вот здесь. Двух я видел, может, и еще больше их было. Где-то там еще кричит, хрипит. Это, наверное, самка, мать. Смотрите, что творит. Айда, тихо. Давай сиди уже, ты там напугала. Не знаю, в кадр как там попал. Нет, я забыл, что надо смотреть в экран. Я на зверьков смотрел, а там
фиг знает, что получилось. Но все затаились, или напрямик куда-то они туда убежали. А здесь их 2 или 3 штуки было. Я сразу не заметил, но свист их не слышал. И остановился. Но вот если здесь было остановиться, можно, конечно, отчетливее заснять. Но все, убежали. Пусть бегают. Они нам не нужны. Спилил березу. Посередине, наверное, получилось спилить. Потому что я хотел там сперва проехать, но чуть-чуть низковато он тут. А здесь тоже уже как бы вся береза была видна. И посередке спилил, что смог. А там с течением сломает, я думаю. Если не сломает, в следующий раз опять буду пилить или срублю уже до конца. Сейчас можно перепрыгнуть. Все нормально. Там сломается. В следующий раз, когда буду жить, тогда уж добью эту березу. Сейчас пока пускай так поставим. Все, ребят, мы доплыли до места. Здесь лодку оставим. Немножко пришлось пилить, там заторы. Так, сейчас схожу налегке. Одно ведро возьму. И все. А там уже переоденусь. Как бы теплую одежду я сниму. Тут налегке уже перетаскивать все вещи. Все заросло. Весной, конечно, совсем другое. Травы не было, а сейчас травы по пояс. Избушка в стороне от реки, и приходится перетаскивать все вещи. Еще вот, когда я плыл, в нескольких местах одна партия черков видел, там еще 3 штучки этих широконоски и 2 кряквы. Кроме них, наверное, не помню уже, может еще были, но вот это, что запоминалось мне. Еще чирки там партия была, 4 или 5 штук. Да, было дело. Но вот как-то не вовремя их я замечал. Они серые сейчас осенью. Весной, конечно, яркие, издалека можно увидеть. В основном белый цвет у них, оперение. А сейчас они серые, и как только взлетят, я их замечал. И выстрелить я не успевал вообще. Так, ну все, буду идти. Там надо в избушке печку затопить. Опять начался дождь. И такая погода у нас. Сейчас то прекращается, то опять начинает. Думаю, целый день так будет погода. Еще от РП5 смотрел, показывает там на целую неделю. Несколько дней я точно уверен, что такая погода будет. А там заморозки начинаются, немножко уже холодает. Прохладно становится. Но листопад еще не начался. Листья желтеют, но почему-то еще не падают листья. Не падают. Так, ну ладно, сейчас до избушки доберемся. Дальше поснимаю, как там избушка стоит или должна стоять. Мы идем на охоту. С весны еще ни разу не приходили, не приезжали сюда. Ладно. Вон. Это что-то нюхает тоже. Взлетели рябчики. И буквально там метров 30. Вон она сидит. Я одного вижу, но стрелять не буду сейчас. Возле меня Айда.
Не хочу при ней стрелять. Потому что она... Есть такая привычка у нее забирать, берет птицу и убегает. Вот еще взлет какой-то. Но я одного вижу. Так. Потерял. Пока в сторону посмотрел и резко потерял. Вон, взлетела, улетела. Не знаю, в кадр попал, нет. И еще дальше там опять другой сидит. Штуки 3, наверное, здесь, оказывается, были. Нет, 3 собаки не буду стрелять. Я лучше без нее приду и буду охотиться с манком. Место отличное для охоты. Мы, ребята, уже на подходе. Вроде как все постройки мои стоят. Того и боишься. Скажем, молния ударит или еще какой пожар всякий может быть. Все заросло, как всегда. Придется, как каждый год, скосить, убрать. И я смотрел, здесь вроде как никого не было. Чолом здорово, Кирка. Чолом здорово. Ледь уж отчини. Барат ловим. Вот. Чистота, порядок. Вроде как оставляли. Все так же и есть. Может, кто-то и приезжал. Но все нормально. Все чисто, уютно. Будем обживаться. Печку затопим. И за водой надо сходить. Чай поставим, будем чай кипятить. Да, вроде никого здесь не было. Как оставляли, все так же и есть. Все, обживаемся. Кругом, ребята, мыши. Шуршат. Я здесь обшивал, как бы немножко с потолка, чтобы песок не сыпался там. Обшивал обоем. И там бегают мыши. Мышеловку в первую очередь тоже насторожить придется. Что-то обои свисают, я не знаю почему. Так. Ладно, сейчас будем разбираться со всеми проблемами. Как будто все немножко тут оседает. Я не понимаю, что случилось. Но потолок почему-то оседает. Будем смотреть. Скосил я здесь чуток. Вот тут тропинку. И здесь еще небольшую площадку. Затопил печку. Аллергия, не знаю от чего. Нос заложит. Нос мне вообще не дышит. И дым идет полным ходом. Все теплые вещи я скинул с себя. И сейчас уже буду спускаться за вещами, за остальными вещами. Буду таскать свои вещи. А потом уже как... В принципе, у меня в термосе есть чай. И на быструю руку у меня еда, все. Не надо варить, ничего пока не надо. У меня все с собой есть. Творог есть, колбаса, сыр, каша баночная. Но до вечера я варить ничего не буду. А вечером уже будем смотреть, что-нибудь горячее сварим. Сейчас просто надо нам по-быстрому еще перетаскать вещи. Давай, пойдем, Айда. Айда, пойдем, сходим. Будем таскать вещи. Как всю работу сделаем, уже можно расслабиться. А сейчас, пока сильно не начался дождь, надо с вещами разобраться. Сейчас, наверное, посмотрел, вроде как не минус, а 2 градуса тепла только. И ощущение такое, как будто чуть-чуть даже прохладно. Также моросит дождь. Постепенно идет.
мелкий противный дождь. Как ни странно, в этом году хоть дожди были и осень такая была, но грибов почему-то не было. Один раз, наверное, за грибами сходил. Не знаю, там видео вроде как в августе было. За грибами в августе, может, я не помню как название. В августе выкладывал. После этого вообще грибов белых ничего не было. Для соления ничего не собрали. Уже для соления 2 года уже не собираем, потому что их нету. Ай, очки забыл. Надо было очки еще одеть. Так. Тишина. Пока не стреляют, ничего. Гусиных перелетов тоже пока не было. Да, чтобы не забыть, сегодня 27 сентября. Я выехал в тайгу на охоту на боровую дичь. Я рано на боровую дичь никогда не выхожу. После 15-го так пробно выхожу в лес. Может подстрелить, посмотреть, кружок сделать в лесу. Но в этом году первый раз выхожу на боровую. А охоту открывают в августе. Полный бардак. Что-то... Ладно, пойду я. Что там? Пока буду заниматься своими вещами. Работы непочатый край пока. Расслабляться некогда. Повстречалась первая куча, но непонятно. Не то медведей, не то лосей. Наверное, все-таки медведь тут ходил. Но да, это он. Медвежьи кучи встречаются. Вон, иди. Ищет. Сейчас здесь вайшнеп выскочил. И, наверное, его и чувствует. Нормального берега нету у меня. Здесь вообще тоже хотел здесь остановиться. Но все равно такой крутой спуск получается. И я оставил там свою лодку. Здесь, конечно, иву придется прорубить немножко, хоть коридорчик сделать, но по-другому ну никак. Там тоже берег крутой. И весной вроде как здесь тоже останавливался я. Вот здесь я прорублю вот эти штук 10, наверное, ив. И буду перетаскивать уже вещи. Почему-то хрупкая ива. Обычно они очень не любят ломаться, но эти вообще хрупкие. Так, ладно, пускай. Я здесь прорублю и, как всегда, куча вещей, блин. Ну вот, как-то так. Немножко спилил, где-то 1,5 метра шириной коридорчик сделал. А вот смотрите, тут такая роща. И здесь я для бурана тоже прорубал иногда. Бывает, тоже езжу на буране и зарастает только в путь. Бесполезно с ним бороться. Зашел в избушку и смотрите. Дым столбом. Вон, надеюсь, видно. Первую ходку я сделал. Один бейс. Перетащил свои вещи и зашел проверить печку. А тут, смотрите, надеюсь, видно, вон просачивается дым тут. Дым. Здесь такая щель. И здесь придется мне... У меня здесь ведро с глиной. Раствор такой уже готовый. Глина с песком. На всякий случай у меня всегда ведро готовое. И здесь, наверное, придется зашпатлевать. Вон, везде выходит дым. Как-то
плита прогнулась, я не понимаю почему. И вроде как печь стоит так же, как и оставлял с весны. Но все равно вот здесь дым идет. Блин. Ладно, придется еще сегодня этим заниматься. Сейчас продолжаю перетаскивать вещи. Ну да. Дым столбом в избе. Вот, смотрите как. Надеюсь, видно. Ё-моё.